Каким был туристический сезон в Абхазии в 2025 году? Интернет пестрит неоднозначными, в том числе негативными оценками. Постараемся поговорить на эту тему, опираясь на цифры, факты и объективный анализ. В нашей студии министр туризма Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резу Зантария, независимый эксперт Астамур Ахба, руководитель туристической фирмы Апсуатур Елизавета Малания. И я, ведущая программы «Аргама» Ирина Агрба. Здравствуйте. Астамур Умарович, обсуждение итогов туризма или турсезона начнем с вас и с общей оценки. Это правда, что прошедший сезон стал одним из самых сложных за последние годы? Приглашение, мы тоже собирались все, такую общую пресс-конференцию проводить по итогам, я бы не сказал сезона, потому что, благо я расскажу, что я имею в виду, что сезонность у нас, можно так сказать, приближается к круглогодичной, да, за исключением нескольких месяцев, и потому это, наверное, все же разговор о 9 месяцах, которые мы уже прожили. Впереди у нас, не впереди, уже это 12 почти, но мы говорим о 9 месяцах, о цифрах, которые у меня есть. Поэтому мне тяжело сказать, насколько он успешный или неуспешный, смотря с чем сравнивать. Да? Мы должны объективно подходить и к вопросам, которые связаны были в начале сезона, сложные и погодные условия, да, и тут надо отдать должное, безусловно, и тому, что турист, который к нам едет из Российской Федерация находится в состоянии войны, это тоже не могло не отразиться на количественном потоке туристов в Абхазию. В общем-то, есть и сложности и с логистикой. Насколько я понимаю, все мы видели, наверное, как из-за, скажем так, специальной военной операции, что происходило на железной дороге, какое количество раз закрывались аэропорты в России, в том числе соседние для нас Сочинский аэропорт. Большим подспорьем стал, наконец-то, возродившийся, скажем так, аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. И есть определенные цифры, которые не могут не радовать, какое количество пассажиров уже прибыло к нам через воздушную гавань. И поэтому у нас есть, значит, надежда на то, что и следующий год, и будущие годы города, география полетов будет расширяться. Вы, наверняка все слышите, что мы говорим о городе Нальчик, Кабардино-Балкарии в будущем году, говорим о Уфе, есть предположение и по Екатеринбургу. И, в общем-то, есть надежда на то, что все-таки аэропорт придаст новый импульс, значит, развитию и привлечению к нам туристов. Более того, нужно тут отметить и, конечно же, и железную дорогу, да, и то, что запустили фирменный поезд Диаскурия. Очень много людей воспользовалось услугами данного транспорта и тоже посетила Абхазию. Все эти вещи, конечно, я хочу напомнить и про, значит, водный транспорт, но будем надеяться, что количественно все это придаст в будущем новый какой-то импульс. Астамур Умарович, вы подвергли ревизии мою главную формулировку о том, что мы сегодня обсуждаем итоги прошедшего сезона. Так. Интересно, какие такие обстоятельства сложились, что мы уже будем говорить о летнем сезоне, как не о прошедшем, а вообще, получается, эти рамки сезона, вы считаете, что они уже поменялись? Я считаю, что они не в этом году поменялись. Мы к этому планомерно шли за последние годы. И я думаю, что ни для кого не секрет, каждый из нас может выйти сегодня на набережную даже города Сухум и обратить внимание на количество туристов, которые сегодня есть в городе, как и в других регионах Абхазии. И вообще я вам хочу сказать, когда я начал за аэропорт говорить, для меня я о цифрах тоже, конечно, вас веду в курс, но для меня было очень интересно, что такие направления, как Восточная Абхазия, да, например, если мы говорим по посещаемости экскурсионку, да, берем,
и топовые там локации а-ля Рица, Афон и все остальное. Если там есть где-то проседание, то, например, на термальных источниках в селе Кындых, наоборот, рост, что не может не радовать меня, как человека, который с первого дня говорю, что нам нужно вот развивать все регионы одновременно, в том числе, наверное, в большей степени сегодня это касается Восточной Абхазии. И аэропорт, в первую очередь, придал большой импульс. Более того, свои, значит, абсолютно, ну, скажем так, человеческие ощущения, могу сказать. Я в августе по поручению президента еще раз инспектировал дороги, инфраструктуру, к туристическим локациям, интересным местам, и в том числе в селе Кындых есть древняя, значит, крепость Санта-Мазо, и мы когда смотрели по дороге, считали, что там надо делать, я обратил внимание, что весь поселок или село Кындых был заполнен российскими туристами, которые выбирают вот, знаете, такое направление. И это не может, еще раз говорю, не радовать. Потому от того, наверное, и цифры, если сравнивать с прошлым годом, достаточно выросли. Именно по направлению, конкретно сейчас назвал термальный источник в селе Кындых. Но в том числе хочу еще раз отметить, что, ну, наверное, это еще дальше будем говорить, что появляются и новые проекты, вот спа-комплексы, центры, что не может не радовать, другого уровня, которые, безусловно, будут создавать конкуренцию уже устоявшимся таким центрам. И мы надеемся, что в здоровой конкуренции мы, как граждане и наши туристы, получим лучший результат, получим лучший сервис, благоустройство. За все это все рождается конкретно в конкуренции. Хорошо, что вы начали с таких позитивных, оптимистичных вещей, но тем не менее, все-таки я вот просто в соцсетях, в интернете встретила абсолютно разные оценки, и вот это оценочное суждение, которое озвучила, оно не является моим, конечно. Да? Я понимаю. Я к этому почти не имею никакого отношения, просто хочу от вас вот услышать. Этот сезон, он был сложным, вот в сравнении с другими годами говорят, что один из самых сложных. Ну, или это не очень я скажу так, мой прогноз, что конец года мы приблизимся к той же цифре, которая была в прошлом году. Мы говорим о том, что начало лета было абсолютно смазанным ввиду разных причин, в том числе и погодных условий. Значит, более того, вот коллеги здесь сидят, много лет этим занимаются, мы же знаем, когда происходит ранний период бронирования, когда происходит поздний период бронирования. Не хочется, конечно, об этом говорить, это напрямую, может быть, к туризму не имеет отношения, но в том числе и политическая ситуация, и выборы, раннее бронирование, точнее в прошлом году, да, там, скажем, осеннее бронирование на 25-й год, было немножко смазано всеми нашими событиями, которые... Сложности не было, самой сложность была другая, политическая, Нет, я не об этом, что люди не выбирали Абхазию ввиду вот политической нестабильности, это тоже как бы... Если вы сейчас озвучите нам вот главную первую ключевую цифру, которая интересует всех, наверное, да, многих, смотрите, по крайней мере, сколько туристов побывало в Абхазии в этом году? Ну, смотрите, если это же тоже турист, значит, его надо разложить по полкам. Кто это турист? Турист, который проводит время в Абхазии, останавливается там, не менее 2-3 суток, а может и недели, или турист, который заехал к нам посмотреть наши красоты, благодаря там, нашим экскурсионным организациям, посмотрел и уехал. Да, от него тоже какой-то эффект, безусловно, есть, и это нельзя отрицать, но... Турист разный, скажем так. У меня есть данные, конечно, за 9 месяцев по налоговой, да, которая вот статистику собирает, но они чуть-чуть, скажем так, разнятся с тем, что нам дают туроператоры по посещению, по продажам путевок и так далее. Но хочу сразу оговориться, что вот здесь, в этой цифре, только присутствуют отели и индивидуальные предприниматели, которые сдают, значит, соответствующие данные в налоговую. Здесь нет абсолютно ни частного сектора. И, к большому сожалению, большая работа и моим предшественникам была проделана, что ставили на учет новые объекты и так далее. Но я думаю, что еще очень много объектов не стоят на соответственном учете. И потому прошу относиться с пониманием к этой цифре. За 9 месяцев это вот данные налоговой, это почти 600 тысяч отдохнувших в Абхазии людей. Плюс должен отметить, что объекты посещения, конечно, немножко они просели, еще раз повторюсь, но эта цифра около 860 тысяч человек. Но в то же время
В то же время, конечно, я хочу оговориться, тем более сижу с высокими, достаточно уважаемыми мною коллегами, которые явно гораздо больше меня в этой сфере проработали, но я хочу отметить, что если вы вот как отчет просите, я вам цифры называю, но еще раз, меня самого, например, отчетность такая, статистика такая абсолютно не устраивает, потому как я считаю ее достаточно некорректной, потому как нельзя считать только объекты показа, собирать их воедино и говорить, что к нам приехало столько туристов. Там есть большие проблемы. И, к сожалению, могу заявить ответственно, что мы над этим работаем сейчас. Да? Очень надеюсь, что понятие статистики к следующему году, даст Бог, если все сложится, у нас будет более правильное. Потому как, вы знаете, мы берем, есть еще такое понятие, как взять цифры у погрануправления абхазского, которое, соответственно, работает вместе с российскими коллегами. Коллеги делятся российские с абхазскими, абхазские с нашими. Понятно, что есть большое количество граждан Абхазии, обладающие гражданством России, переходят по российским паспортам. Но все равно, вот я, Ирина Шиловна, хочу такой пример привести. Есть, допустим, абсолютно точно, пока, к сожалению, не очень-то туристическое время года, это февраль месяц. Вот если мы берем данные за февраль месяц по переходам и можем это на 2 умножить активность наших граждан, да, посчитаем, что в феврале не было ни одного туриста в Абхазии. Вот просто для вас делюсь с вами информацией. Это 560 тысяч человек перешло границу в сторону Абхазии. Вот представьте себе, что ни одного там туриста не было, это февраль. Мы берем за основу эту цифру, вы можете умножить ее на 2, активность в летний сезон увеличить, отнять потом еще так называемый алкотуризм, который у нас процветает на границе, да, и так далее. И все равно по году будет очень большая цифра, которую мне будет тяжело сегодня обосновать, так как в других вещах, налоговой, еще где-то эти цифры не подтвердятся. Но там цифра гораздо больше, той, о которой я вам сейчас озвучил. Поэтому, еще раз, я думаю, мои коллеги здесь подтвердят это, что статистика у нас достаточно сильно хромает. И по этой причине, значит, ощущение на глаз и цифры на бумаге – это чуть разные вещи стали, в Абхазии. А так, безусловно, вот я хотел бы, конечно, еще какие-то вещи назвать. Например, по данным той же налоговой, что в бюджет страны в виде налогов поступило почти 1 миллиард рублей за 9 месяцев. Но когда мы говорим о сфере туризма, тут надо, конечно, абсолютно точно сказать, что такое сфера туризма, а что другие смежные сферы не от туризма зависят ли. То есть этот миллиард, я не знаю, на 2 или на 3, или может даже больше надо умножить, это ввиду прямых поступлений от туристической сферы в бюджет страны. И поэтому, Реза Платонович, я очень на вас надеюсь, когда в будущем мы будем обсуждать проекты бюджета, Министерства туризма, чтобы это было вот как-то соотношение, да, хоть какое-то, и сколько денег туризм принес в бюджет, и сколько надо выделить для того, чтобы он принес еще больше. Миллиарды это много? Нет, это немного, но я же оговорился, что это всего лишь только гостиничные услуги здесь, да, и все, больше ничего здесь нет. Там доля, длинная доля, в основном гостиничная. Конечно, но мы же должны понять, что в сфере туризма это все остальное, все смежные сферы зависят как раз-таки, скажем так, та же гостеприимство, о котором мы говорим, тоже та же гастрономия, сфера услуг, рестораны и все остальное, это от кого зависит, скажите? Не от количества гостей, которые посещают Абхазию. Так что тут очень такая цифра сложная. Если ее правильно, есть, конечно, формулы, но не хочется сейчас о них говорить и применять, потом скажут, что кроме туризма ничего не развивается. Можно сказать, что вне статистики почти остается частный сектор, да? Абсолютно. Да. Там количество сейчас Частный небольшое сектор. уже. Да, и количество, может, небольшое, но я все-таки думаю, что вот ту работу надо продолжать. Тимур Умарович, частный сектор, когда люди понимают, уже практически частный сектор. Это имеется в виду квартира сдатчиков. Да, конечно. Тимур Умарович имеет в виду те, которые квартиры или комнаты в домах сдают. Конечно. А Их в уже основном меньше это становится по сравнению с прошлым временем, но все же Конечно. это тоже... Это просто у нас с советских времен частный сектор, так как в советское время все санатории, пансионаты были государственного назначения. А сегодня они все уже
То есть эти объекты принадлежат уже юридическим или физическим лицам. Плюс вот еще последнюю цифру все-таки раздатчиков озвучу. имеется в виду. Все-таки хочу ее озвучить, чтобы было понимание, что сегодня у нас официально, мы говорим про официальные цифры, почти 30 тысяч номеров практически. Это то, что мы уже, официальные цифры, 30 тысяч номеров. Ну, я думаю, что есть где поработать и нам, и сотрудникам налоговой службы. Думаю, что эта цифра немножечко не объективная. Я думаю, их побольше, чем 30 тысяч, но это тоже результат, безусловно. Не могу сказать, насколько динамично развивается, да, наша отрасль, строится ли много, мало. Какое-то количество всегда, конечно, строится, разного уровня объекты размещения. Но в том числе надо отметить, что большой, конечно, рывок, скачок произошел, ну, наверное, с года 18-19, с момента, как известные наши одни граждане стали приобретать большие объекты размещения, бывшие государственные и негосударственные, стали их вводить в эксплуатацию, и тем самым у нас появились большие объекты размещения, которые сейчас, вот как здесь, скажем так, в прошлом санатории МВО, сейчас «Страна души», так и в Гудаутском районе, в Гагарском районе. Это не может не радовать, что вот и такой вид услуг, такие объекты размещения тоже у нас появляются. Но я в целом бы хотел сказать, что туризм, наверное, является основной доходной частью нашего населения. И если взять все виды туризма или вообще все виды деятельности бизнеса, да, наверное, туризм является самым доходным в Абхазии, и он максимально принесет в бюджеты налоговой части и займет часть нашего населения, и самозанятых, и бизнес, да, он будет удовлетворять практически всех. Но что тут хочется сказать, да, бизнес должен стать привлекательным туризмом. В него нужно вкладывать, инвестировать. Мы, наверное, пришли к тому своему возможному пределу, который из существующего сегодняшнего сервиса максимально смогли привлечь тех туристов, которые бы их устраивал наш сегодняшний сервис. Нужно нам улучшать сервис, нужно нам создавать для себя привлекательность для нашего туризма. Тем более, что сейчас есть такое хорошее время, когда к нам повернулся турист и говорит: Абхазия нам интересна, да, интересна своей привлекательностью, своей природой. И вот эти точки опоры, ради чего к нам могут приезжать, вот именно их надо развивать и двигать вперед. И это займет большую часть нашего населения, она будет таким драйвером в развитии нашей экономики. Что касается, как его развивать и как его двигать, ну, тут, наверное, есть много экспертного мнения, и нужно любое мнение реализовывать. Нужно начинать это делать, начинать инвестировать в туризм. Вот как инвестировать, какими путями, мы все это понимаем. Я никого, наверное, есть люди, которые больше знают в этом бизнесе, разбираются. Но то, что государство должна играть ключевую роль, это обязательное условие. Да? Государство должна создать, даже, может быть, не инвестировать, а создать равные условия для работы туристических компаний. Равные, абсолютно равные. Не должны быть какие-то привилегии одним, другим, иначе не будет той конкурентной среды, которая даст возможность развития. Вот что ключевое в этом смысле является. И умение управлять государством, регулировать этим сектором экономики, это будет самым главным показателем развития нашего общества. А так мы все понимаем четко, что нужно туризму, да? Инфраструктура нужна. Всем объектам туристическим нужна инфраструктура. Хорошая, классная инфраструктура. Вот теперь мы понимаем инфраструктура, что это не только вода, солнце, свет и там дороги, да, не только это, еще туда входят другие, да, создание тех самых кластеров для того, чтобы туристу было привлекательно. Вот еще что нужно делать. Досуг, досуг. А как это сделать? За счет каких средств? Понятно, что у государства всегда денег не хватает. Социальные нагрузки у государства, они достаточно большие. И их сразу какие-то решения нет. Но есть еще частный бизнес, где можно привлечь частные инвестиции на те или иные проекты. Вот создать им условия для того, чтобы бизнесу было интересно. Спасай мой вопрос о статистике, о цифрах, пожалуйста, Стамур. Здравствуйте, добрый день всем, кто приглашены, кто не смог тоже прийти. На следующий раз, я думаю, что примут участие. Спасибо, что вы организовали площадку. Астамуру Умаровичу тоже спасибо за предоставленную информацию. Здесь не надо сказать, что если мы будем думать, что здесь плохая статистика прозвучала, то честно вам скажу, что это результаты есть. 30 тысяч номеров – это немало.
30 тысяч номеров в среднем умножьте на 3 койко-места. Это порядка 90-100 тысяч человек можно разместить в этих номерах. Ну, категории номеров или качество оказываемых услуг, это уже другой составляющий. Здесь Платонович уже озвучил. Касаемо статистики, со статистикой туризма сталкивается не только наша страна, все страны мира, кто занимается. Работа одного министерства здесь недостаточно. В то время, конечно, были разработаны формы отчетности, услуги средств размещения, которые должны учитываться. Скорее всего, те отчеты, которые предоставили, на основании этих отчетов сегодня Астамур Умарович приводил эту статистику. Ну, есть, конечно, игроки, которые игнорируют эти формы отчетности, которые, ну, пугают их, или как-то можно выразиться так. Но сегодня, учитывая те времена, которые были, да, развернуты койко-места в советское время, практически мы уже эти койко-места перепрыгиваем. Но самое главное в статистике в сфере гостеприимства, особенно в гостиничной деятельности, это человека ночей. Сколько номеров было занято определенными туристами. Это как раз эффективность использования номерного фонда. Нужно ли нам изучать наших конкурентов, цену, которую мы предлагаем туристов согласно нашей себестоимости, где можно издержки сокращать и как, чтобы сделать, чтобы туристов привлечь. Это касаемо статистики. Ну, здесь ранее вы тоже задавали вопрос, был ли сложный или трудный. Сезон очень противоречивый был. Это не только противоречиво, не только в Абхазии. И, конечно, к нашим соседям, к нашим коллегам, особенно к Краснодарскому краю, надо прислушиваться тоже. Ряд экспертов выступили, уже дали свое объективное и субъективное мнение прошедшего, так скажем, летнего туристического сезона. Да, конечно, нашу страну посещают и изучают, и знакомятся с основными туристическими услугами, которые есть на период, ну, имеется в виду, в 2026 году забронировать и приехать еще раз к нам. Но здесь ряд факторов. Ну, мы, конечно, можем внутренние факторы привести, это наши политические события, которые были. Внешний фактор, то, что потом главный куратор туристической отрасли Российской Федерации в свое время предложил воздержаться от поездок, посещения. Особенно были указания, чтобы туроператоры не продавали туристические услуги, которые могли бы приобретать на территории Республики Абхазия. Это сейчас факторы, которые были. Это вы поднимете, да, увидите, когда был запрет снят. Это тот период, когда как раз наши потенциальные потребители, когда бронируют, обращаются к организаторам, таким как туроператорам. Но учитывать надо, слава богу, на рынке есть другие участники рынка, такие как агрегаторы, как Островок, Суточно.ру, там, Авито и другие. Ну, это физические лица сами без обращения к туроператорам. За счет этого основные, можно сказать, туристические потоки сохранились. Обращения, которые были обработаны ательерами, те, которые непосредственно работали, это имеется в виду, небольшие отели, которые принимают гостей наших. Ну, потом уже, если брать работу крупных туроператоров, да, очень много шума было здесь на территории Абхазии. Помните, кто-то считал, что это демпинг. Мне трудно назвать, что это демпинг. Это элементами даже демпинга трудно назвать, потому что наши игроки выбрали таких поставщиков, потому что каналами продажами надо заниматься у себя в отеле. Слава богу, сегодня технологии позволяют. Дальше надо рассматривать, также надо понимать, что в России активно развивается внутренний туризм. Очень много программ сегодня по развитию внутреннего туризма, по регионам. Программы, которые финансируются из федерального бюджета, с региональных бюджетов. Сегодня тоже такие направления, как Байкал, Дальний Восток и другие, Алтай. Там, вот эти районы хорошо развиваются. Туристы, которые, да, мы с вами сегодня представляем в основном пляжные услуги. Пляжные услуги имеются пляжного отдыха, то есть гостиничные отели, которые располагаются на прибрежной зоне. Но помимо нас есть на Черноморском бассейне такие, можно сказать, уже государства, которые имеют более опыт, больше, чем мы. Потому что мы с вами недавно начали к этому рынку выходить, потому что мы с вами в советское время, у нас поставщик был, да,
Но государство, мы тоже частью этого государства были, потому что другие механизмы были. Это имеется в виду, я имею в виду, что сейчас Турцию привожу в пример. Да. И в этом направлении, если посмотреть, то Турция, конечно, забирает основную львиную долю российских туристов как направление пляжного туризма. То, что Астамур Умарович сказал, с логистикой, конечно, были проблемы. Вы знаете, полетные программы сперва увеличились, потом сократили. То есть это имеется в виду российский аэропорт. Также, конечно, импульс был со стороны железной дороги, то, что сегодня курсирует Диаскурия, то есть электричка, то есть со станции здесь Сириуса до города Сухум. Дает свое, конечно, положительное направление. И, конечно, надо понимать, что сегодня планированием туризма надо заниматься сегодня. То есть потребительская корзина или там потребительский спрос россиян тоже в сложные времена в Российской Федерации, несмотря на это, там менеджеры, руководители все возможное делают, они сегодня антикризисные меры принимают, и нам тоже надо сесть и сегодня в этой сфере поработать. То есть антикризисные программы, меры должны мы сделать для того, чтобы еще не просели. Ну, есть месяца, которые у нас просели. Это, можно сказать, июнь месяц, если я буду... Да. Июль, середина июля практически сезон, летний сезон начался. Мы большие надежды, конечно, имели на октябрь месяц, но октябрь тоже у нас просевший. Но это уже погодные условия. Главный вопрос, который мы должны сейчас сказать достаточно ясно, я думаю, что многим зрителям, которые вовлечены в туризм, это интересно, что мы должны сказать прямо, было серьезное снижение турпотока или не было? Цифры и ожидания, да, допустим, если сопоставить ожидания, что мы ожидали, конечно, может быть, это не то, что мы хотели увидеть. Но еще раз повторюсь, есть ряд причин, почему наши ожидания не давайте сначала сложились. скажем, было снижение турпотока? Если Конечно, было, то перейдем к естественно, причинам. туристические, смотрите, да. за счет увеличения номерного фонда, то, что номера добавляются, гостиницы строятся, территория, посещаемая Республикой Абхазия, расширяется тоже. Если так подойти, конечно, может, какие-то туристические потоки сохранились. Но для основных игроков, конечно, где-то и просели. Есть объекты, которые на самом деле имели до 80% загрузку, они где-то в пределах 70-60% сохранили свои туристические потоки. Но это, еще раз противоречиво, я имею в виду, Астамур Умарович, то, что в начале старта, так скажем, продажи были хорошие, Ну да, ожидания. Когда продажи увеличиваются, многие ожидают, что на самом деле ближе к летнему сезону еще спрос увеличится. Ну да. Но, к сожалению, ближе к летним месяцам спрос резко упал. Те продажи, которые были... Снижение спроса, кто-нибудь знает, какой процент, насколько произошло снижение спроса? Я встречала процентов 30, я думаю, что мы просели. Снижение, это снижение спроса? Это не только у нас, это у наших коллег тоже. Это Краснодарский край. Это один из... как бы мы ни хотели бы принимать информацию, зачастую мы говорим, мы не хотим как Адли развиваться, мы не хотим как Сочи или там другие города курортные приводим, но мы зависим от этих районов, какую политику формируют и как они привлекают туристов. И в том числе и мы параллельно начинаем свои туристические услуги продвигать за счет этих площадок, которые создаются там, так как у нас ресурсы ограничены. Как бы мы ни планировали бы, сколько бы сейчас привлечь туриста, сколько бы сейчас парламент не заложил бы там, или исполнительная власть, что бы мы ни сделали бы, конечно, есть туриста, кого забирают. Это и внутренние регионы Российской Федерации. Почему я перечислил? Можно сказать, и патриотические чувства у россиян возрастают посещать регионы Российской Федерации. Там и субсидии есть. Об этом же говорю, просто в этом направлении. Конечно, спрос будет и падать, и какие-то услуги, конечно, будут больше иметь спрос. И здесь я с Резусом Платоновичем согласен, конечно, здесь сегодня
мы не должны руки опускать. Сезон такой был или хороший, или плохой. Мы должны больше всего анализировать, где наши ошибки, как нам сохранить те потоки, которые есть. Имеется в Если виду, сможем может, тех же лиц привлечь. мы, может, не сможем привлечь, но чтобы сарафанное радио тоже свою роль выполняло. А не то, чтобы сказали, вот мы приехали в Абхазию, ожидания наши туристические были такие, а по факту мы получили такие-то услуги. А на самом деле, чтобы они сказали, да, услуги, которые мы ожидали, получили, да, мы сейчас выбираем другое направление, но рекомендуем вам поехать в Абхазию. И что правильные шаги мы принимали, и при этом тоже сегодня уже, чтобы начинали думать о летнем курортном сезоне 2026 года. Понятно, что никто не опускает руки, но вот то, что вы обратили внимание на внутренний туризм в России, это, Конечно, кстати, активно развивается. тоже очень важно. Но это в числе других, скажем, причин, обстоятельств и так далее. Мы, может быть, все-таки обратим более ясно на собственные причины, что повлияло на туристический сезон. С моей точки зрения, я вот хочу у вас спросить, на самом деле, политика влияет на все, что бы мы там ни говорили. Как вот политическая ситуация или нестабильность, которая была осенью 2024 года, затем, вы знаете, выборная кампания, как вся вот эта политическая ситуация повлияла? Она могла серьезно повлиять вот на летний туристический сезон в Абхазии? Политическая ситуация в нашей стране прямо влияет на туристический поток. Ну, вот вы сказали, с осени у нас начинались эти проблемы. Было туроператорам предложено российским остановить бронирование в Абхазию, пока не решится проблема. Ну, не проблема, а вот история, Продажи которая остановили продажи. туроператорам. Продажи остановили. Нам звонили наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем, и задавали вопросом, как долго такая Вообще ситуация. раннее бронирование, Раннее имеется в виду бронирование. этот период? Вот, Вообще поздняя раннее бронирование, осень, зима, они да? начинают брони уже с декабря месяца. Уже начинается раннее бронирование, потому что к концу ноября подписываются договора с подценом, и уже туроператоры активно начинают продавать. Вот раннее бронирование у туроператоров в России просело в связи с тем, что стоял запрет. Пока этот запрет открыли. Потом хочу отметить, что активно велась реклама по федеральным каналам, рекламировали Абхазию, был ли, значит, уже потом. Но люди уже с опаской, когда вот сначала одна информация. Были даже туристы, которые у нас уже не раз приезжали, они тоже единичные такие случаи, звонили, спрашивали, стоит ли ехать даже вот через агрегаторы, которые бронируют, они тоже с опаской То бронировали. есть вот эта политическая турбулентность, конечно, она прямо- сформировала информационный фон неблагоприятный для нас. Пользуясь случаем, хочу сказать Ну, по... это по отношению к нам. А с Краснодарским краем что произошло? Вообще, Другие моё- Тоже политика там была? должна Я Тоже там считаю, что свергали вообще президента? одна из Ну, это- основных причин... Там еще и это- другие это причины. Основная причины. причина, я считаю, Нет. что это, в принципе, сложная ситуация в Российской Федерации, связанная с Вот и с этого военной надо операцией. Во-первых, начнем с того, что полетная история, она была очень сложная. Люди отменялись рейсы, закрывались, значит, аэропорт закрывался, открывался. И люди боялись рисковать. И они выбирали те курорты, которые близлежащие, куда они могут на машинах добраться более безопасным транспортом. Это огромную роль сыграла вот полетная история, которая была сложная. Что касается вот именно нашей работы, да, как турфирмы, хочу отметить такую, значит, ситуацию. Значит, после того, как открыто было бронирование, да, мы, вот наша организация, она в основном специализируется на таком частном секторе, да, вот небольшие объекты размещения, с кем мы работаем. И в начале сезона, это вот сезон, когда начинается до май-июнь месяц, да, вот крупные туроператоры предлагали турпакеты недорогие, и, естественно, которые сотрудничают с большими отелями. В связи с этим получается, что объем туристов, отток был на вот такие крупные большие санатории. И в связи с этим наша работа была немножко, она просела. И сезон в частном секторе именно начался, я считаю, только с середины июля. Ну и погода там повлияла, погодные условия, холодное море было, июнь месяц у нас, как и Дождливо октябрь, чересчур был, подвел. И вот мы лично, вот как туристическая организация, почувствовали сезон только с середины июля.
Ну и я хочу отметить, что так как наша деятельность связана напрямую с транспортными перевозками, да, очень заметно увеличилось количество туристов, которые приезжают на своем личном транспорте. Также, опять-таки, связано с тем, что вот полетная история сложная, там, билеты дорогие. да, билеты Люди, автомобильный дорогие, турист стал такой бывали мобильный, там отмены, задержки, да, и до суток, до 2. Некоторые вообще как бы не ждали, уезжали. Но опять-таки скажу, что не только у нас такая ситуация была. Такая ситуация точно была рядом с нашими коллегами. Мы постоянно были на связи. Сочи тоже был также очень просел сезон. Июнь даже вот были видеоролики в интернете, попадались. Пустой берег. В 6 утра вообще пустой берег был в сочинского побережье. Вечер хороший был. Ну, все равно как бы побережье пустовало, это говорит о Ну, я многих дополнить причинах. могу, Лиза? Конечно. Потом можно Смотрите, мне как вопрос ситуация. задать? Во-первых, Вопрос это... кому? Во-первых, смотрите, Давайте после перед началом летнего курортного сезона тоже, помимо наших политических этих тоже, я могу и спорить, и подсказать, что политические события не только у нас в Республике Абхазия, я сейчас Ну и никого не везде, оправдываю, да. ни оппозицию, ни власть. Это и в Грузии имело место быть, когда политиков выгоняли, но при этом туристы хотят ехать в Грузию, посещать и гастрономию их, и быть там. Это один вопрос. Это в комплексе всё повлияло. Конечно, чем меньше таких событий в нашей стране будет, тем лучше мы будем выглядеть во всех сферах. А так, касаемо российского побережья Черного моря, то есть это трагедия, то, что было в Анапе. То есть имеется в виду, что касаемо мазута. Очень активно недоброжелатели тоже распространяли информацию, что вот чуть ли до Абхазии, до Сочи уже мазут дошел. Но многие тоже, если даже могли получать, активно представители СМИ активно давали опровержение, что на самом деле таких событий нету, там уже экологи поработали, ну, ряд мероприятий. Но несмотря на это, были такие же игроки, которые привлекали в Турцию. Они говорили, что в Турции море чище, понимаете, зачем вы хотите своих детей подвергать, ну, в этом направлении. Во-первых, Анапа получила, не Анапа, а участники рынка в городе Анапа получили субсидии И для Крым того, чтобы... субсидии получил Да, серьезные. ну, несмотря на это, некоторые участники, конечно, ценовую направление пересмотрели, начали привлекать туристов. То есть тот же ЛОО, Лазаревск, так скажем, Адлер, Сочи также страдает от того, что там были несопоставимые услуги. Понимаете, люди все равно хотят дешевле отдохнуть. То есть это одно направление. Также надо понимать, что помимо того, что идет СВО, но другие участники приняли меры по отношению к Грузии, по отношению к Азербайджану, по отношению к Армении. Вы знаете, какие событийные мероприятия были, там концерты, каких артистов приглашали. Конечно, мы с вами не ожидали, что в разгар летнего сезона, в августе месяце, что будут беспилотники до нашей границы или на нашей территории окажутся эти беспилотники. Ну, это тоже отпугивало. Во время отдыха, когда туристов с пляжа или с бассейна говорили, надо вам в убежище, куда-то надо пойти, надо спрятаться, ну, с детьми, понимаете, это тоже, конечно, фактор свой сыграл. А касаемо транспорта, тоже, извините меня, в ночное время не всегда могли перемещаться, потому что работа ПВО, там все, конечно, отпугивает тех же туристов. Ну, надо понимать тоже, что помимо всего этого, тоже сегодня, вот если мы говорим, что крупные туроператоры обращают внимание, мы должны понимать, когда наши крупные ательеры Республики Абхазия, когда под стопроцентную загрузку или там под жестко эквотированный весь номерной фонд отдают туроператору, он тем самым тоже, они говорят, да, мы получили свои деньги, а мы в чем виноваты, конечно, мы продали туроператору, это все хорошо. Хорошо, что есть такой туроператор, который готов взять стопроцентно номерной фонд и намерен привлечь туристов. Мы ему благодарны за то, что он проводит рекламную кампанию, продвижение наших гостиниц. Но тем самым он точно так же, благодаря этим ательерам, он идет к авиакомпаниям. И он начинает выкупать блоки, вот эти, которые продают билеты, он выкупает. Еще дорожание цен, спрос спадает. Конечно, тот турист, который хочет приехать к другим ательерам, он уже не может, если даже выбрал по агрегаторам, да, по агрегатору, если через агрегатор он начинает приобретать те или иные номера, но при этом он не может приобрести билеты.
билеты или они дорогие, неподъемные, ну, конечно, уже автотуристы приезжают. Конечно, автотуристы приезжают, ну, здесь Резус Платонович неоднократно сказал, что помимо привлечения морским воздухом или морскими ваннами, здесь должна быть логистика соответствующая, расширенная. Это под логистику мы также подразумеваем, это пункт пропуска ПСО, который ежегодно все равно сталкиваемся с теми или иными сложностями. Вот Елизавета знает, она больше занимается трансфером, сколько часов и времени проводят наши Ну, в перевозчики. этом году тоже было на границе Проблемы эта проблема. были, Были да, на конечно. границе Острая. проблемы, но они Конечно. были лучше, чем в прошлом году, это хочу конечно. заметить, намного, потому что поток был меньше за счет нашего аэропорта. То есть по сей день Да. механизмы по Но у пересечению нас российско-абхазской границы не удовлетворяют участников рынка. Есть механизмы, которые надо отрегулировать. Коллеги, это как раз А на отрабатывается следующий год сейчас еще и- сложности появятся с тем, ну, я не что знаю, значит, Там правила британская пересечения границы для туристов, значит, уже для детей нужно будет иметь при себе Это новое обстоятельство вообще. загранпаспорт в обязательном Это порядке. да, сейчас тоже. Это сыграет роль. Многие туристы не будут знать об этом. Кто-то не захочет делать загранпаспорт. Это тоже сыграет роль оттока туристов. Поэтому хочу сказать, что Анапа открывается еще у нас на следующий год. Поэтому мы должны комплексно подходить к следующему Положительные сезону. стороны есть. У нас аэропорт заработал. железная Аэропорт, дорога, да. уже, Ну, можно опять-таки, сказать, загранпаспорт это не функционирует, отменять. да, А у нас, да. вот как показывает статистика, да, семейный отдых, он очень востребован в Абхазии. Семейный, вот больше туристы приезжают. И поэтому здесь надо либо... Это как-то- один из факторов тоже. Да. То, что сегодня многие отели, которые были запущены, скажем, 20 лет тому назад, в основном они ориентировались на семейную пару, там, скажем, муж, жена, там, максимум один ребенок. А сегодня, учитывая По двое, то, что по в трое. Российской Федерации более уже 10 лет материнский капитал работает, в семьях уже по двое, по трое детей Да. встречаются. Они хотят один номер снять, и при этом, А чтобы номерной фонд не квадратура позволяет, да. номерного фонда, что позволял, чтобы разместить этих лиц как дополнительные места, а не снять два номера. То есть такие категории номеров более востребованы, чем другие номера, которые ранее были запущены. Платонович, вы хотели задать вопрос нашему министру. Свою роль вам делегирую, пожалуйста. Да, очень приятно. Я послушал внимательно. Практически проблемы, конечно, их очень много. Их надо решать, и решать их оперативно, надо идти в ногу со временем. А причины, от чего может турист отказаться, наверное, их огромное количество. Да? Ветер не туда пошел, солнце не то и так далее. Это все должно все сойтись, как говорится, да, чтобы в нашу сторону посмотрел. Но у меня два вопроса, вот, которые назрели. Я хотел бы спросить, вот, с точки зрения законодательной базы, были ли у вас какие-либо ограничения, которые бы мешали вам работать или улучшили бы качество работы? Есть ли какие-нибудь идеи, которые для законотворчества, чтобы мы смогли это внести? И второй вопрос. Знаете, это, наверное, большей части экономический. Насколько мы в рынке, да, я имею сейчас, мы оказываем какие-то виды услуг, имеется в виду туристические, и насколько цена соответствует качеству, да, завышена ли наша цена, и это тоже имеет большое значение к привлекательности. Есть ли такой анализ, который можно было бы сказать, да, туризм в Абхазии, он соответствует цене-качеству или он завышен? Это давняя история, не сегодня появившийся вопрос о современном законе о туризме, который, безусловно, нам необходим. И вот коллег расскажу, что у вас на комитете последний раз мы какой-то там проект уже подготовленный оставили. Сейчас мы его рассылаем значит, туристическому сообществу и надеемся на обратную связь. Часть из них, я не знаю, до вас доходила или нет, уже доходила. Вчера Да? Вот доходила. ждем, значит, да, до ближайшее время. Как То есть вы нуждаетесь в этом законопроекте, Конечно, и абсолютно верно. он бы дал бы тоже какой-то импульс для Абсолютно развития. верно. Да? Вы же сами сказали, что мир идет, надо идти в ногу со временем, Да, да, а я закон понимаю. достаточно устаревший. Более того, хочу как раз по второму вашему вопросу тут же отреагировать. У нас сегодня существует дорожная карта развития туризма, дорожная карта, которая вот мы совместно с российскими коллегами отрабатываем, так как турист у нас в основном с России сегодня, и они нас поддерживают во многом. И мы сейчас уже вот один из пунктов ее практически завершаем, создаем единый реестр объектов размещения, для того, чтобы для всех было понятно, что это не обман какой-то, вот есть такой реестр государственный, в который входит этот отель. Тогда будут сняты многие вопросы, в том числе и надо отметить, что
особенно в прошлом году, насколько мне известно, меньше в этом году, достаточно много жульнических схем было применено, и это тоже бьет по авторитету, по репутации нашего государства, когда людей обманывали, зачастую создавая сайты-двойники какие-то, собирая деньги, как будто продавая путевки, люди, приезжая на место, понимали, что они были обмануты. Закон нужен срочно. Закон, да, я говорю сейчас про еще единый реестр. Тут же я хочу отметить, вы сказали, в соответствии цены и качества и так далее. Безусловно, мы движемся и по вопросу классификации, сейчас изучаем российский вариант ее, как он выглядит. Но надо, безусловно, учесть и свои какие-то особенности нашего общества, и не только общества, а вообще всего того, что номерного фонда и все, что у нас есть, для того, чтобы подготовить классификацию отелей для нас самих, чтобы мы могли разобраться, что мы строим, куда мы стремимся, каким фондом мы обладаем. Мы говорим 30 тысяч, вот Астамур только говорил о том, какие номера сегодня интересны людям, да, семейному отдыху, но мы абсолютно точно сейчас не можем знать, и звездочки, нарисованные на здании, ни о чем не говорят сегодня, понимаете? По этому вопросу мы тоже двигаемся активно. Это вот то, что в рамках законодательных, скажем, инициатив будет передано. Буквально неделю назад, находясь на территории Адлера, Сириуса, скажем так, это, наверное, 4 все-таки отель. Я вот хочу поговорить, чего нам не хватает и почему я считаю, что есть та проблема, о которой вы озвучили. Отель номер стоил 6 тысяч рублей в октябре месяце. Но хочу заметить, что турист, ну или вы как турист, мы как турист, спускаясь на набережную, 30-40 достаточно высокого уровня ресторанов построен на набережной. Куча досуговых центров, от спа-центров до других разных видов досуга. Идет дождь, просто как пример говорю. Человеку есть чем себя занять. Теперь давайте к нам вернемся. Октябрь месяц, идет дождь. Примерно такая же цена в наших отелях. А занять себя человеку, к сожалению, нечем. Или очень мало каких-то услуг, которые мы можем предложить. Поэтому, как один из вопросов, который часто ставится нашими коллегами, друзьями, да самими гостями, которые посещают Абхазию, это досуг. Я очень рад, еще раз повторюсь, как будто главный рекламщик их, но это не так, что вот современный спа-комплекс еще один открылся в Аракиче, прям рядом, недалеко с Кындыхом. Это будет здоровая конкуренция. Я уверен, что пойдут инвестиции в один и во второй комплекс, и мы будем позиционировать, что у нас уже не один такой комплекс, но такого должно быть больше. И они должны быть разноформатные, разного вида для того, чтобы привлечь к нам гостей, чтобы в Абхазию ехали люди и понимали, что есть природа, есть, безусловно, номерной фонд, но и должно быть место и время, место, где они должны проводить свое время. Я очень надеюсь, что те инициативы, которые мы ведомственные программы какие-то разрабатываем, предложения какие-то, не в этом, так в следующем году будут поддержаны. И мы сможем, вот я как раз и говорю, что давайте сделаем упор на досуге. Давайте сделаем, нам все говорят, гости и туроператоры, что вы плохо, хорошо, разного рода и типа строите объекты размещения, но абсолютно не думает ваш бизнес о досуге, на котором можно заработать больше денег, чем на объекте размещения. Мы закон о туризме приняли в 2007 году. Или в 2005 году, я, может, извиняюсь. Пятый или 7 год. Мы этот закон переписали практически с Российской Федерацией. На тот период в России этот закон был принят для поставщиков туристов. А мы с вами сегодня находимся и оказываем только туристические услуги. Это объекты питания, объекты размещения, транспортные, экскурсионная деятельность. То есть в основном в этом законе, который у нас сегодня есть, там про экскурсионную деятельность какие-то части изменения тоже сделали, но недостаточно, можно сказать. Даже когда вот этот закон принимали, параллельно еще другой закон в Российской Федерации был. Закон о курортных местностях и лечебных ресурсах, которые можно было использовать как раз термальные источники, Восточная Абхазия, то, что хорошо развито, как мы можем правильно использовать. И, конечно, это касаемо профильные законы.
Вот вы задаете вопрос, насколько соответствуют наши туристические услуги, которые на рынке находятся. Ну, во-первых, это сезонность и колебания сезонности, которые происходят. Инвестор откуда-то привлек деньги, ну, сейчас происхождение денег другие службы должны заниматься, изучать, но он как-то привлек и начинает реализовывать проект. Но он должен свои обязательства или перед банком, или перед другими лицами выполнить и вернуть деньги. Конечно, он начинает максимально за эти дни, так скажем, 100 дней, хотя мы рассчитываем на 180 дней. Ну, вот и за эти 100 дней, конечно, максимально должны получить прибыль, доход и, конечно, направить на расходы, которые есть. Это и наши миграционные потоки, Это которые... понятно, но в целом, в целом, сегодня вот, других наш Российской рынок Федерации, туристический, он Российской дорогой Федерации, или соответствует ну, ценам? конечно, есть где цены не соответствуют, а есть цены, которые на самом деле сегодня нуждаются в повышении, но сегодня некоторые ательеры не будут повышать в связи с тем, что потребительская корзина россиян не вырос, поймите правильно, там сегодня тоже не все могут себе позволить выбирать наши направления тоже. И в этом тоже надо чуть разбираться, изучать. Почему я говорю, поддержка малого предпринимательства. В России актуально развивается и есть закон. У нас сейчас, по-моему, рассматривают закон, да, о поддержке малого предпринимательства, развитии Мы малого его приняли предпринимательства. уже, и буквально Да. это я автор Ну, этого в эксплуатации закона. мы пока не видим особенного закона. Также сейчас я пример Там об этом приведу. законе можно отдельно Вот говорить смотрите, много. В чем Резу его сила. Платонович, как эксперимент в Российском Федерации о легализации гостевых домов идет в упрощенной форме. Вот Астамур Умарович, тоже мы здесь говорим, что вот номера могут быть, дома могут. Поверьте мне, почему многие даже отчетности предоставляют. Они, конечно, как плательщики налога выступают, но многие как в реестре не окажутся в связи с тем, что земля выделена совершенно по другую категорию. На этой территории уже какие-то объекты размещения появились, как гостевые дома. То есть, по примеру Российской Федерации, сегодня собственник, там, допустим, гостевого дома, он один по упрощенной схеме в Краснодарском крае может вести. А если второй дом, он уже попадает по все нормы законодательства, которые есть, и он должен уже как коммерческий объект, как гостиничный объект должен вести. В нашем сейчас земельном кодексе, градостроительном кодексе, появляется понятие гостевой дом тоже. Это касается особенно Гагрского района. Очень часто говорили, зачем нам понятие гостевой дом. Но если предпринимателю нравится называть себя гостевым домом и не хочет в качестве как гостиницы выступать на рынке, почему мы должны мешать, если мы должны законодательно ему помочь? До 8 номеров это у нас плательщики патента являются, они как самозаняты, единственный налог на самозанятых. Недавно я вас спрашивал как раз, у нас есть понятие самозанятый, единственный самозанятый, который распространяется плательщик налога без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, может выступать как раз, который является у кого до 8 номеров объекта размещения. 4000 рублей с номером. Без найма сотрудников Да, он имеется в виду. отчеты не сдает, он платит Да. только Патент. единый. Он оформляет патент Патент, наперед, да, и это на всё. период, который у нас будет осуществлять свою деятельность. То есть вот такие законодательные Ну, это тоже нормы, такая конечно, нужны. история, где Вот сегодня мы скрывается количество вопрос номеров. видим, как подошли, будут реконструировать набережную, правильно же? А нам Сейчас закон Астамур. об использовании и эксплуатации пляжных территорий, закон нужен сегодня, чтобы не появлялись... Мы должны понимать, сколько пляжные территории должны эксплуатировать. Ну, и мы как хочу тебе набережную. сказать, что в новом проекте закона там учтено. Многие муниципалитеты заявляют, если пляжи нам принадлежат, будьте добры, нам передайте. Почему тогда 200-метровая зона рассматривается со стороны Кабинета министров или парламента? То есть очень много вопросов возникает, а на самом деле мы должны понять, где урез воды, где на самом деле пляжная территория, и где набережная, и где парковая зона, и что должно быть в парковой зоне, и расстояние между объектами градостроительными очень много тоже не учтено. Все это, о чем вы говорите, внесен в градостроительный кодекс. А градостроительным кодексом что является? Да, это скелет той самой базы, да, законодательной, которая должна реализовываться в области градостроения. Дальше идут подзаконные акты, нормативы. Вот эти подзаконные акты и нормативы должна разработать исполнительная власть. У исполнительной власти огромный кластер этих законодательных подзаконных актов, которые они должны реализовать. И у них стоят сроки каждые 3 месяца информировать парламент о каких законопроектов они разработали. Но самый главный документ, который является в этом законе, это генеральный план развития Абхазии. Он рассчитывается на 50 лет.
его прогнозирование 50 лет. Вот без этого плана, вот вы о чем говорите, о морских и территориях, как правильно использовать, это все должно быть там указано. Мы говорим про семейный отдых, про досуг. Например, вот турист приехал летом с ребенком, ну там не с одним, как говорим, они уже по 2, по 3 ребенка у них. Где он может провести досуг? Только в Гагре в аквапарке, только в дельфинарии. Все, то есть дальше досуга у него нет. Если говорить о межсезонье, то они закрыты. То есть мы хотим говорить, чтобы у нас круглогодичный был, да, сезон. и все закрыто. И все закрыто. То есть человеку сюда приезжать только может для там, чтобы отдохнуть душой и телом, правильно? Ну, там, мы можем предложить термальные источники и так далее, но купального сезона, когда нет, у нас нет возможности развлечь семейных пар. Поэтому вот если рассматривать как бы в ближайшем будущем, хотелось бы видеть там парки аттракционов, какие-нибудь развлечения именно вот для семейного отдыха. Потому что мы вот здесь очень сильно проседаем. И Согласен. очень сильно спрос падает только из-за того отсутствия места, где можно провести досуг. Вот привлечение фестивалей мы проводим. В прошлом году был там мандариновая елка, кстати, очень хорошо, положительно сыграла, она там прям по федеральным каналам передавали. Вот такого подобия там, фестивали, ярмарки, чтобы люди, даже привлечение тех же кулинарных каких-нибудь поваров, да, вот чтобы они приезжали, здесь проводили мастер-классы, тем самым зазывая сюда туристов. В межсезонье это можно проводить. Также звезд приглашать там, российской эстрады, чтобы привлечь туристов, потому что больше других вариантов на сегодня у нас, к сожалению, досуг провести в зимнее время, в некупальный сезон очень сложно. Готовясь к передаче, отрабатывала именно негативный материал информационный по нашему туристическому сезону. Я не потому, что этому доверяю, но мне кажется, что мы должны об этом говорить, Конечно. и мы должны работать на профилактику вот этих проблем и так далее. Вот о стоимости. Я встретилась с таким утверждением, что в разгар лета стоимость отдыха в Абхазии выросла, и Абхазия перестала быть или стала менее привлекательной для бюджетных туристов. Ирина Шотовна, люди Да. считают, что у них маленькое количество ограниченного времени, когда должны заработать средства для своего существования в остальное время года. Первое. Второе. То, о чем вы говорите, этот вопрос, кстати, касается не только Абхазии. Я не один раз слышал это от туроператоров, и слышал это, знаете, в каком ключе даже, что, я вырос в городе Сухум, я помню, что за последние, 20 лет турист в Сухуме появлялся в конце июня. Да. Правильно же? Да, Сначала да, заполнялась Гагра, потом Да. Афон, потом приходил в Сухум турист. Конечно, глаз радует, что у нас и в мае появляются туристы, мы говорим, что даже и в апреле кого-то можно встретить. Но массовость была вот такая. Со временем мы стали, наверное, лучше как страна, привлекательнее и так далее, турист стал ехать. Но вот то мнение, которое я услышал, мне кажется, в этом есть логика. Они говорят, что постковидный год был просто сумасшедшим по количеству желающих отдохнуть. Когда люди вырвались из своих бетонных квартир и пытались хоть в январе, хоть в феврале, хоть в апреле бежать и отдыхать. К сожалению, наш бизнес, или к счастью, отреагировал это тем, что поднял цены на следующий год. И это касается не только Абхазии. Об этом говорят и по территории Большого Краснодарского края, Большого Сочи. Такое же, именно так же и произошло, что цены взвинтили, затем применяются разного рода, надо отметить, инструменты в виде субсидий и так далее для развития новых регионов, территории Крыма. Значит, хорошо, Анапа закрылась, но Крым субсидировался. Понимаете? Анапа то есть, не вся закрыта да, и то была. не вся, абсолютно Они точно. продавали, и цены, то не кстати, вся. не совсем Более того, снизили. обратите внимание, какие Планировали. новые маршруты россияне, внутренний туризм, как прокачивается. Я позавчера, буквально, не позавчера, неделю назад здесь у нас был гость с корпорации «Кавказ РФ», и он показал мне проект Дагестана, 6 километров прям набережной. В Дагестане это новый комплекс с 5-звездочными отелями. Это Россия вкладывает такие средства в свой внутренний туризм.
Как бы мы ни говорили, что россияне наши союзники, безусловно, поддерживают и развивают нашу страну, но надо учесть, что здесь идет жесткая конкуренция между Механизмы здесь, Краснодарским краем. Это раньше только Краснодарский край был. Сегодня это курорты Северного Кавказа. Прошу напомнить, значит, возле Архыза сейчас строится аэропорт. Архыз становится курортом мирового уровня. Это не только Красная Поляна, теперь уже и Архыз. Значит, Дальний Восток развивают. Потом мы стесняемся говорить, но прошу прощения, посмотрите на соседнюю Грузию. Они уже не общий брендбук Грузии, они делают так, что регионы свои отдельно рекламируют и продвигают. И это надо отдать должное, что это пользуется интересом у российских граждан. Российские граждане тоже едут отдыхать. То есть мы должны понять, где мы находимся и с кем нам приходится конкурировать. Поэтому занять определенную нишу, и тяжело ее удержать, как Астамур сказал, даже не о увеличении говорить. Мы, безусловно, ставим амбициозные задачи. И очень надеюсь, что применив много разных практик поддержки наших российских коллег, мы придем к этим цифрам, потому что цифра в 5 миллионов туристов к 2030 году достаточно амбициозная. Сказать возможно, что сказать это невозможно, это не так. Все возможно. Но нужно работать. Нужно работать над уровнем сервиса, над уровнем инфраструктуры, над предложением, которое мы делать должны гостям. Это то, о чем мы сейчас говорили, о досуге, о том, где люди должны проводить свое время в Абхазии. Более того, раз уже начал говорить, прошу прощения, все-таки коллега говорила о событиях. Хочу ответственно заявить, что наконец-то в Абхазии в следующем году, вот сейчас буквально в течение недели, мы заканчиваем формирование событийного календаря мероприятий, который будет по всей России, у всех туроператоров, у всех наших друзей и коллег в российских регионах будет реклама. Под эти события мы планируем привлечь людей. И это будет не только в летний сезон, безусловно, но и для того, чтобы увеличить сезонность. Мероприятия интересные будут проходить в разное время года. Мы, как Минтуризм, поддерживаем несколько частных инициатив, и в том числе инициативу наших граждан по фестивалю «Мандарин». Он будет открывать значит, наш событийный календарь. И надеюсь, что он пройдет очень интересно и привлечет еще больше туристов. Более того, Ирина Шотовна, мы работаем, вот Астамур говорил про Большой Сочи. Там есть, мы сейчас планируем заключить соглашение с первым частным туристическим каналом, который вещает на весь Сочи, который представлен во всех гостиницах. И мы очень надеемся на то, что эта совместная работа привлечет еще больше туристов, которые выбрали себе местом отдыха Сочи, провести какое-то время у нас в Абхазии. Поэтому таких форм много. Они не испугаются конкуренции с нами? Нет, я думаю, что нет. Нет, да. Таких, прошу Телевидение прощения. вы имеете в виду? Да. Нет, с Абхазии, Прошу прощения, я туристической все-таки Абхазии. хочу и какие-то вещи проговорить. Они имеют в виду Сочи, не телеканал. Нет, Сочи. Ирина Он говорит, Шутовна. Сочи. Они Ирина Шутовна. обычно же пытаются завлечь туда всех туристов, чтобы Ну они вот мы не будем доехали до работать, Псов. Да. мы должны работать на их территории, чтобы оттуда еще больше продлевал человек свой отдых и проводил какое-то То есть время. мы там в уже Абхазии. ищем поддержку. Конечно. Да. Более Это того, всегда Ирина мы искали Шотовна, я поддержку. хочу отметить, что были интересные поручения, благо, да, президента, которые мы сейчас отработали, они касаются инфраструктурных вещей. То обстоятельства, на которые туристы и отдыхающие обращают внимание, это трудности передвижения по республике, Да, транспорт, транспорт, плохая очень. работа общественного транспорта. Подолгу людям приходится стоять, ждать конечно, они не готовы. транспорт и так далее. Это, кстати, очень серьезная проблема, я знаю, для Но тех, здесь особенно, вопрос кто стоит частным цена образом наша, да, вот отдыхает. соответствует, не соответствует. Вот также вопрос вы ставили. Вот об этом тоже надо подумать. Очень многие люди считают, что в этом году частный сектор очень серьезно проиграл. Просел. Я хочу от вас услышать, почему частный сектор проиграл, какую роль Библиоглобус сыграл во всей вот этой истории. Я начал с 2018 года, скупились большие объекты, отреставрировались. До этого времени у нас было
меньше отелей с большим номерным фондом. И мы получали в основном туристов вот в мини-отели, в малый, средний, Частный скажем сектор так, да, больше, класс, да. да, ну вот в Молодец. эти отели. Значит, с появлением таких крупных отелей с большим номерным фондом появились и предложения крупных туроператоров. Вот теперь с точки зрения ательера, он продал за хорошую сумму жесткий блок, заработал деньги. Теперь поворачиваемся на государство. Да. Получив деньги, он сразу уплатил налоги. Вроде все хорошо, но я абсолютно согласен, что есть люди в малом и среднем бизнесе, которые остались, скажем так, недозагрузили свои объекты. И еще раз хочу абсолютно четко сказать, что это люди, которые своими силами, зачастую без поддержки государства, Да. создавали свой бизнес. И не обращать на них внимания, не видеть, закрыть глаза и сказать, нам налоги заплатили, у нас все хорошо, мы не имеем никакого морального права. Поэтому мы каждый день, и вот Реза Платонович на последнем заседании об этом говорил, что мы пытаемся предложить какие-то программы поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма, в виде льготного кредита, на улучшение условий, на переоборудование, для того, чтобы они могли быть конкурентны с крупными объектами размещения, даже если у них будет чуть-чуть цена повыше. Всегда вот это понятие бутик, небольшой отель, он всегда приятнее человеку там время проводить, но он должен быть конкурентоспособен. В чем? В том, чтобы у него должны быть условия. У него должен быть бассейн, какой-то банный комплекс, еще какие-то предложения на территории. И тогда он становится конкурентоспособным с крупным объектом. В его объект приедут люди. Потому что есть у меня примеры и среди своих друзей, и знакомых, которые именно так пошли, но у них были возможности. А у многих этих возможностей нет. Потому нам нужна программа поддержки, адресная, точечная. Как вот сегодня есть программа, как нам, МСП в Минеке. Вот о такой же программе мы сейчас ведем речь, но чтобы она распространялась конкретно на сферу туризма. Более того, я могу, опережая какие-то события, не говоря конкретно о цифрах, могу сказать, что сейчас в Минеке нашем разрабатывается проект, и даст Господь, мы придем к тому, что в будущем году такая программа появится под льготный кредит для вот такого малого бизнеса в сфере туризма. И тогда нам будет легче разговаривать с людьми, и они будут иметь возможность оказать, государство будет иметь возможность оказать им поддержку, и они будут развиваться. Другого выхода нет. Назвать это демпингом неправда это. Ну, это можно просто, все тогда можно называть демпингом, понимаете? Другое дело, что надо обращать внимание. Ну, за 2-3 доллара, когда Нет, не за сдают 2-3 доллара. номер Мы, с понимаете, трехразовым питанием, это не Ирина демпинг, это Шотовна, что? понимаете, более того, я много часто слышал еще Я это другие. понимаю, но я учитываю интересы тех, кто не Как может раз- конкурировать Как в этой раз связи. я об этом и Да. говорю. Другого выхода для конкуренции нет. Надо поддержать этих людей, чтобы их уровень общий сервиса и предложения вырос. Только тогда они смогут быть конкурентоспособными. И надо понимать, в конце концов, какой вид туризма мы собираемся развивать дальше. Я вот со своими друзьями, ей-богу, разговаривал. Я знаю, что люди строят 10 коттеджей, вместо того, чтобы создать вместо 11-го поставить небольшой бассейн или баню, они ставят 11-й коттедж, находясь в 2-3 километрах от моря. Ну, понимаете, здесь, наверное, и подсказывать надо, и какие-то программы вводить, чтобы подсказать людям, как надо развиваться. Но еще раз повторюсь, когда я говорил о том, что мы находимся в центре и вокруг нас туризм развивается, и мы с ними конкурируем, я могу привести цифру 50 тысяч рублей середина августа на 2 человека, 6 дней, то есть 7 дней, 6 ночей, 4 звезды, Анталия, все включено с перелетом вместе. Что это? Демпинг? Методы, которые применяют Ирина Шотовна, в Египте, как в нам с Турции ними и так далее, мы конкурировать? тоже должны будем применять, получается. Что сегодня, если вы перечислили там Египет, Турция и другие страны, да, они, допустим, при привлечении туристов субсидируют туроператоров. Туроператоров не своих, а также иностранных туроператоров. Также Турция.
У них целые программы для того, чтобы привлечь туриста к себе. То есть его привести в номер, расположить, а там уже, чтобы в номере ему оказали ряд услуг, помимо этого, потом уже, чтобы в стране Чтобы он деньги потратил в стране. воспользовался рядом услуг. Это раз. Почему это делает Турция? В Турции сельское хозяйство развивается, чем у нас лучше. Правильно же? Турки производят помидоры свои. И не только внутреннее потребление, они также экспортируют, даже. Ну, тот же Краснодарский край в Турции покупает. Даже нашу страну, если возьмем, мы сейчас в стране, вроде у нас только 120 рек, правильно же? А форели нету. Да. По сей день многие отелеры, рестораторы не могут себе привезти, знаю, закупить 2-3 компании, у главных, которые по полмиллиона тонн которые привозят вот в к концу сентября уже рыбы не было в Абхазии. Ну, да, производить. Рыбы не было в Абхазии? Рыбы не было, форели не было. Контейнеры, один контейнер Не не успеваем могли, производить. один контейнер не могли привезти из Турции. Где наше знаменитое хозяйство? Ну, вот форелевое хозяйство и другие направления. Сейчас начинаю. Что, если даже демпинг происходил на территории Абхазии, демпинга не было. Демпинг, если даже есть, это на территории Российской Федерации. Я от многих экспертов уважаю лиц всех, они сказали, антимонопольный закон нам нужен, закон о конкуренции нам нужен, там контролирующие органы нам нужны. В Российской Федерации этой организации достаточно, и на самом деле бюджет их позволяет. Это на территории Российской Федерации обуславливание услуг идет. Эти порталы, которые они там продвигают, это на территории Российской Федерации. Это туроператор, который, так называемый Библиоглобус, там не только он со своими компаньонами находится. Вообще, как происходит? Ну, и Елизавета не даст соврать мне, потому что тоже с отельным бизнесом знакома. Туроператор приезжает, он заключает договор, получает порядка 15-20% комиссии. Да. Правильно? Да, правильно. От этой комиссии он уже непосредственно спускает своим турагентам. Турагенты, которые непосредственно находятся в регионах Российской Федерации, то есть как дополнительные офисы, куда непосредственно приходят туристы. Но вы понимаете же, те же, которые они по комиссии, скидки они делают, они не те только туристы, которые хотели к нам в Абхазию приехать, они ездят через эти операторы в Турцию, Египет, там, Рекламные да, туры, да, у всякие нас по рекламные всем, туры по- есть. Это как рекламные туры можно назвать. Сейчас я много времени Агенты, просто не да. хочу занимать. То есть они непосредственно так работают. То же самое было по направлению Сочи. Те же пятизвездочные отели, 4 звезд, там, они с ними работали. Многие с ними постепенно начинают не работать. То есть есть жесткое квотирование, есть мягкая квота. То есть мягкая квота, когда они определенное количество номеров имеют в этой гостиничном объекте. То есть они уже, те акции, о которых акциях говорю, они не могут им представлять. Когда у них уже жесткая квота, наши ательеры тоже уже многие начали понимать. Но они вынужденно сделали. Почему здесь мы говорили на законодательном уровне, нужна поддержка малого бизнеса или там субсидирование, другие направления. Для того, чтобы вот эти отели, которые крупные, да, мы понимаем, что большие инвестиции пришли. Но на каком-то этапе они где-то остановились, им нужны были еще инвестиции. А эти инвестиции им дали непосредственно туроператоры, которые сегодня отрабатывают по тем или иным схемам. Помимо этого, туроператор, получая квоту в Абхазии, он должен иметь полетные программы. То, что мы сейчас с вами слышим, чартер, никаких чартеров нету. Никто не фрахтует лайнеры, очень ничего тяжело, такого с нету. полеткой сложно, Они это пользуются физически. полетными программами, которые есть. Когда они Самолетов не хватает. к авиаперевозчикам приходят, они говорят, мы вам такое-то межсезонье, так скажем, да, те месяца, которые не активны для отдыха, для пляжного отдыха, они начинают им говорить, мы вам предоставим такие-то, такие-то услуги. Ну, дайте нам такие-то, такие-то нам квоты такого-то направления. Они начинают с ними разговаривать, когда на самом деле пассажиропоток дают им в определенное время. И, конечно, полетные программы на летнее время им тоже дадут. Но еще надо понимать, мы второй этап сейчас проходим. После развала Советского Союза поставщиком туристов выступал профсоюз. То есть все отели получали. Но мы на тот период были без телевидения. То есть по федеральным каналам России рекламировать, продвигать наши туристические услуги очень сложно было. Но дальше появляются на нашем рынке такие туроператоры. Ну, сейчас не Библиоглобус, а были другие туроператоры. Агвабаза, Русалтур, Рица-тур. Это наши соотечественники. Ну, все знаете, каждый раз мы их перечисляем.
Вот, потом и другие участники появились, которые потом более крупные появились, Альян, там, Интурист, другие. Ну, на рынок пришли уже такие более крупные ну, игроки, как Библия Глобус, Пегас Туристик, конечно, они уже, у них объемы другие. То, о чем вы говорите, большие отели, до этого мы сейчас с вами что говорим? Иногда мы сами себе противоречим. До этого мы говорим, что турист приехал, помимо пляжного отдыха, во время непогоды ему нужны ряд услуг. То есть эти отели большие, крупные, о чем мы говорим, там и СПА-услуги появились, там и шведская линия появилась, там и анимационные программы появились, там медицинские какие-то услуги появляются, ну еще какие-то конференц-залы, там всякие, от зависимости от аудитории, которая приезжает. Но те отели, которые говорят, вот они виноваты, во всем проблемы в них, я не соглашусь где тоже. Здесь надо тоже понимать, маркетинг есть, особенно электронный маркетинг. Мы должны тоже научиться продвигать то, что мы хотим продвигать. Помимо туроператоров есть агрегаторы. А вот здесь у нас, Астамур Умарович, мы недавно с вами обсуждали, что есть проблема. То есть наших участников, такой Яндекс Путешествий, это агрегатор Российской Федерации. Сегодня наших участников, то есть рынка, им запрещают сегодня регистрироваться, в плане чего запрещают. То есть они говорят, вы должны как граждане Российской Федерации выступить, получить ИНН или филиал открыть резидентами Российской Федерации. То есть кто как физлицо, который открывает ИНН, сейчас там изменения тоже в законодательном направлении произошли, там объем валовой выручки должно было составлять 2,5 миллиона где-то так. Да, сейчас сделали 1,5 миллиона, по-моему, где-то будет месяц. То есть вот эти, у кого номерной фонд свыше 10 или 15, там они не могли реализовывать. Островок. Сейчас появился Озон Travel, Яндекс Путешествия, Т-банк. Вот все они агрегаторы свои открывают. То же самое они делают. Допустим, если, 15% ты им отдаешь, как комиссию они забирают за свои услуги, за продвижение, за продажи, за все. Но при этом они тоже какие-то скидочные QR-коды там всякие разрабатываются. Там еще есть один момент. Для чего это делается? Для того, чтобы удержать аудиторию. Но у нас, откройте, вот сейчас то, что Астамур Умарович говорит, реестр нам надо создать. Для чего реестр создать? Те сайты, которые у них есть официально, которые, чтобы на самом деле могли, каналы продажи. У нас многие ательеры сегодня по сей день на бумаге ведут сетку. Да. А вот эти агрегаторы, которые я вам перечислил, они отдельно нужны им системы такие, куда можно автоматизировать. То есть каналы продажи там определенные. То есть, чтобы человек не сидел вручную, не занимался, а там автоматизируется все, это делается. Все это вместе. То есть, почему я говорю, второй этап мы проходим. Сегодня чуть-чуть тоже надо понимать те ресурсы, которые появились. Но 10 лет тому назад я поверил бы на самом деле, что вот, кроме туроператоров, у нас других каналов продаж нету, других нету. Сегодня интернет мы можем использовать и правильно, если укомплектовать и сделать, и такие разговоры тоже не будут возникать. Вы до этого тоже задавали вопрос, соответствует ли цена или там услуга, там все. Но извините, давайте будем изучать цены наши тоже. С чего формируются, из-за чего эти цены такие появляются. Потому что есть ряд причин, которые влияют. Конечно, кто-то вообще берет с воздуха цифры, рисует и хочет продать. Он понимает, показатели АДР есть. РФПАР есть, гостиничные услуги, кто оказывает, они изучают цены своих конкурентов, и по окончанию отчетного периода они видят, правильно они продавали, где они просели, где надо было цену добавить, где надо цену опустить. Не всегда мы те услуги, которые продавали, оказались положительным балансом, можно сказать. Нету там не везде. Вы видите, у нас есть проблемы, где сегодня еще надо наращивать активы, а мы не можем. Во-первых, мы говорим, сейчас создадим условия. Не все могут создать. На 6 сотках не сможет человек там бассейн построить, там спа-услуги сделать. То есть это должны быть тоже отдельные составляющие услуги, кто параллельно. То есть мы должны дополнять. Вы до этого тоже сказали, Сочи, мы не конкуренты, мы друг друга дополняем. Особенно по экскурсионной программе. Но еще вопрос надо задать, где мы просели? В экскурсионных программах просели или в размещении просели? То есть чуть-чуть анализ надо шире проводить и почему это происходит. Мы только хотим доходы государства изучать, сколько налогов поступает. И я с Резом Платоновичем согласен, когда цифры слышат, мало или много. Давайте определимся реально сколько. Вот Астамур Умарович говорит 5 миллионов.
Сейчас люди услышат, они подумают, что в один Нет, день конечно. 5 миллионов Нет, мы что этих вы. гостей приглашать будем. Мы сегодня мы порядка, говорим у о нас, круглогодичном сейчас время отнимаю вас, у нас, Да. смотрите, население, скажем, абстрактно будем говорить, 300 тысяч, правильно? Да, да. Ну, вот, скажем, с мая по октябрь у нас на 100 тысяч прирост населения. Что мы должны сделать? Еще на 100 тысяч медицинские услуги увеличить, транспортные услуги увеличить, там, продовольственным обеспечением заниматься, там, безопасностью заниматься, услуги, которые есть, посмотреть, что нам нужно, что не нужно, добавить, что надо, чтобы как-то привлечь туристов. Это очень хорошо, когда есть конкуренция, и здоровая конкуренция. Ну, мы дали этому статус скидки, да, они всегда бывают и имеют свой сезон, там, сезон осень, весна, лето, и каждый борется за свой рынок. И это были настоящие скидки, по большому счету могли сделать и те, которые недополучили, и те, которые дополучили. Мы пригласили на нашу встречу налоговую инспекцию, министра по налогам, и он четко сказал, что от этого налоговое поступление в страну не пострадало. Ага. Да, это было заявление его, которое он сказал, да, налоговых поступлений не пострадало. Внутри самого бизнеса, да, конечно, произошли, клиент ушел, не клиент, а, наверное, скорее всего, А потребитель вот ушел. сравнение есть с прошлым годом? Налоговые поступления прямые, я имею в виду. Нет, Цифры нет, есть нет, у нас? нет. Ну, это скидки, но при этом, наверняка, большей части, что Омарович сказал, наверное, нужно поддерживать, это весь мир так делает. Но есть ли возможности на это, и какие, и кого поддерживать, и как поддерживать? Да, это программа, это надо делать, развивать. Такое может быть иметь место в следующие годы, последующие годы, но надо корректировать. Я почему и говорил всегда, что тут государство должно стать регулятором того самого действия, как мы говорим, в виде программ. Если нет конкуренции, значит ее надо создавать. Это первоочередная задача государства. Только так можно привести рынок в соответствие к конкурентной среде. Других методов не бывает. Это самый главный механизм. Именно так, именно это отношение. Других не бывает. Вот из этого говорите, вот то, что Омарович переживает за программы, то, что он заботится о них, это такой достаточно существенный, хороший так называемый инструмент для стимулирования этого бизнеса. В этом смысле нужно сделать не то, что серьезный шаг вперед, достаточно большой шаг вперед. И тогда мы увидим результаты в налоговом поступлении и занятости. Как мы говорили, бизнес, касаемо туристической отрасли, он такой хороший, имеющий перспективу, и этим надо пользоваться. Лиза, наша туристическая фирма, вот мне кажется, что в этом году она все-таки столкнулась с какими-то новыми обстоятельствами. Если можно, вот коротко, Ну, я вот с какими говорила, обстоятельствами и как вы его прошли, вот этот путь непростой, во многом новый, как вы его прошли, ваша Ну, фирма? Я вот говорила в самом начале тоже, повторюсь, значит, сложный был сезон, сложный, но по статистике нашей внутренней мы, в принципе, не совсем отстали от предыдущих годов. Конечно, прошлый Но год отстали. отстали, процентов на 20 отстали, но я хочу вот сказать в поддержку коллег, других туроператоров крупных, которые заезжали и привозили людей в послевоенное время с нами работали. Такие крупные, как Алиан, Дельфин, там 7 тур, Аквабазар, Русал тур, они столкнулись тоже со сложностями, согласимся, правильно? Это ни для кого не секрет, потому что у них тоже был спад продаж. Опять-таки спад был он недолгим, то есть турпакеты недорогие, продавались они в слабый сезон, ну не в слабый, это вот начало сезона. Далее цена в принципе была уже выровнена, устаканилась, да. Именно вот начало сезона было сложным. И, конечно, хотелось бы, чтобы те туроператоры, которые с нами работали изначально с послевоенное время и как бы по сей день, чтобы их тоже как-то не ущемляли там с квотами жесткими, блоками, да, вот, и тоже как бы дали возможность какой-то комплекс мер, чтобы их не обижать. А так, в принципе, по нашей работе я говорила, да, что у нас были сложности, связанные, так как мы транспортное обслуживание туристов осуществляем в аэропорту и на ЖД вокзале Сочи и Адлера, и поэтому у нас были сложности, связанные именно с тем, что были задержки, были переносы рейсов. У нас машины выезжали, оставались, простаивали, то есть вот у нас вот именно самая острая Расходы проблема, увеличились, да. расходы именно связаны были с этим вот проблемами. Что касается экскурсионной деятельности, в принципе, мы практически работали равны, то есть те же крупные объекты, которые были заселены туристами, они также выходили на улицу, приобретали у нас путевки, да, и мы могли их на экскурсию возить.
Вот, и поэтому экскурсионное дело он не сильно просил, как именно транспортно-трансферное Внутренние дело. имеете в виду? Да, внутренние экскурсии, да, я внутренние. имею- Мы не я имею- работаем я имею в виду, с, да, с привлечением туда. с границей не работаем, мы работаем по внутреннему рынку. Вот. А в принципе интересный был сезон. Конечно, к следующему году мы уже знаем комплекс мер, которые должны принять. И хотелось бы, чтобы объекты размещения, обратившие на вот внимание на то, что откроется Крым, ведутся про новые правила пересечения границ для детей, то есть там и погода может повлиять, цены не повышали. Вот единственная просьба, чтобы цены не повышали, они оставались хотя бы в том виде, в котором они были. Это цены не только гостиничные имеется в виду, а вообще, в принципе, экскурсионная деятельность, там, трансферная тоже. рестораны, да, объекты питания. Хотелось бы, чтобы цены оставались такими же, потому что если мы будем поднимать цены на это, естественно, отток туристов повлияет. Так, ну, общаясь с коллегами, вот они нас тоже предупредили, чтобы с теми объектами, с которыми мы работали, чтобы если даже когда будем Ну заключать да, договора, необоснованные цены вообще цены. появляются. Ну, я и же люди говорю, должны факторов понимать, что так много нельзя себя будет. вести. Да. Да, это невыгодно даже им, которые не- сегодня что-то заработают, Да. завтра... Да, э, ну, не конечно, заработают. Дешевле- хотелось бы. Дешево только три вещи. Мандарины, Почему-то. электроэнергия. Почему-то наш брендовый дешевая, товар. и ЖКХ, услуги ЖКХ. Все остальное дороже всех, чем Да. где-либо взять. Министр туризма Я столько с рекламой документов, пришел, видите, пытаюсь важных рекламировать бумаг, даже не хочу их бумагами называть, принес с собой, то есть подготовился очень хорошо. И я хочу, чтобы вы свою главную повестку, в каком направлении вы сейчас вот работаете, главные вопросы, которые стоят перед вами, вы можете озвучить. Я вам говорил о законодательных инициативах, то, что мы собираемся делать. Значит, поручение президента, касающееся То есть благоустройства. будет разрабатываться и приниматься новый закон Да, профильный, да. так я понимаю. Пока слышим. Да, очень надеюсь, я вообще оптимист сам по себе, хотя имею опыт работы в парламенте. Сначала некоторые коллеги не верили, что можно быстро это сделать, но при поддержке комитета по экономическим вопросам, если мы сможем до конца срока полномочий 7-го созыва принять закон, думаю, это будет прям великолепно. Но, тем не менее, параллельно какие-то вещи, я говорил о событийном календаре, я хочу немного рассказать о тех Резу инициативах, Платонович отвечает за это. да, о тех инициативах, которые, значит, проявляют наши граждане, предлагая прям на самом деле создавать новые маршруты, новые точки притяжения. Вот, например, я же говорю, для меня каждая камера, каждая возможность это вот прорекламировать наших людей, их предложения. Это вот статуя Сатаны Игуача, новая смотровая. Как-то вот так вот Да, сделайте если вот на можно, камеру. вот, Саида, да. тебе показать, да? Да, Ага. вот. Могу ее оставить, потом вам этот проект. Мы, кстати, это и до руководства страны донесли. Сейчас ребята занимаются конструктивом, считают, во что это им выльется, а потом будем искать возможности для поддержки вот такого рода проекта. Я думаю, что это еще один объект показа в будущем, и который как Где он раз... планируется? Ну, инициатива, их идея между Сухумом и Афоном. Это вот Да, верхние вот там, Шери, где-то там, чтобы оттуда смотровая на руках, люди могли там лифтом подняться, внизу музей огромный, парк и все остальное. Вот такие проекты поступают от наших инициативных граждан. Еще раз говорю, инициатива есть, хорошая инициатива, которую даст Бог, если мы сможем найти эти возможности, нам надо их искать, чтобы поддерживать. Для того, чтобы еще раз, я говорю, здесь, кстати, серьезные амбиции у ребят, но если там Родина-Мать 91 метр, то они предлагают статус Сатаны Игуача 115 метров, что будет третьей в мире. То есть не Родина-Мать, не как его американская статуя свободы, а именно вот абхазская, кажется, должна быть третьей. Это очень спорно по высоте, но идея замечательная и очень надеюсь, Амбициозная. что амбициозная, и руководству показывали, и будем ждать хороших новостей. Я очень хочу отметить вот еще что, значит, буквально в июне месяце мы стали говорить о том, что вообще, это давно я говорю, но все же наши горы не менее привлекательные, красивые, интересные, и уже сегодня на самом деле интересны для туриста, который, просто пример привожу, 200 тысяч рублей сегодня оплачивают люди
платят за вертолет, вертолет их поднимает на одну гору, не хочу рекламировать на какую, оставляет их там в палатках на 2 дня, через 2 дня забирает. И иностранные туристы, даже не россияне, не наши друзья, а приезжающие из-за рубежа. Вот такое популярное направление у нас есть, но, к сожалению, мы ничего пока не делаем там. Да, есть какие-то отдельные эпизоды, и в Худорском ущелье ребята стараются, и на Рицинском ущелье, и где-то еще, но этого мало. Поэтому мы тогда говорили о том, что не нарушая природу, не, допустим, вторгаясь в природные какие-то вещи, не строить там крупные отели, а пойти путем развития глэмпинга. Абсолютно точно, ну, если взять там территорию сопредельную российскую, сопредельную с другой стороны, все это классно развивается, людям этот вид досуга нравится, отдыха, и потому, и самое главное, не нарушается природа, понимаете, не вмешиваемся, не приходим, не рушим горы, не строим. Есть, конечно, какие-то определенные скептицизм у кого-то. Я читаю, я люблю читать отзывы, что люди пишут, как реагируют на нашу работу. Но хочу заранее заверить, что это не какая-то компания по продаже коттеджных поселков, как некоторые считают, или уничтожение абхазских гор. Мы точно также любим свою родину, и тем более свои горы. И считаю, что наши братья на Северном Кавказе не меньше относятся к горам с особым трепетом, что там это развивается. И почему мы должны упускать такие возможности? Но все, опять же, в рамках закона должно происходить. И вот программа глэмпиньерства, о котором мы говорить начали в июне месяце, с поддержкой президента Бадры Зурабовича и Владимира Валерьевича, надо отметить и российских коллег, которые посмотрели вживую, как это развивается у нас здесь в Горуде, сам Сергей Владимирович смотрел, и сегодня она поддержана. Да, мы, может быть, ожидали другие цифры, но в конце концов это только начало. И очень надеюсь, что мы сейчас представим свое видение формирования, как и кто должен на нее претендовать. Но я хочу отметить, вот здесь 43 предложения, 43 заявки. Это люди, которые поверили, пришли со своей инициативой. И, кстати говоря, здесь из 43, может быть, 5-7 это прибрежная часть, которая, наверное, не будет подходить. Но все остальное это возрождение. Не только, когда мы говорим про горы, что такое горы? Это наши села. Мы же говорим, что люди покидают села. Вы посмотрите на проект Горуды и село Дзигута, какое количество рабочих мест и соседей, и смежные отрасли там развиваются. Поэтому я говорю, если эти комплексы появятся в предгорьях, в горах, где покидают люди территорию и села опустеют, то я думаю, это придаст импульс развитию и на селе в том числе, и прекратит отток населения, появятся рабочие места. Очень надеюсь на это. Дальше хочу еще пару слов сказать. Все-таки вот я говорил вам про новые маршруты и дороги по этим новым маршрутам. Думаю, что буквально до конца года мы услышим ответ по инфраструктурным делам, насколько нас поддерживают, и тогда объявим о новых локациях и маршрутах, которые будем предлагать нашим гостям. Ну, мы много можем говорить смежных вещей с глэмпингом, да. Сейчас и брендбук разрабатывается. Кстати говоря, вот тут, извините, Ирина Шотовна, читаю разного рода комментарии, хочу ответить, если можно, обратившись ко всем. Я никогда, значит, не преунижал ничьи заслуги и предыдущих моих коллег, кто работал до меня в министерстве, и не собираюсь этого делать. Для себя раскрыл, значит, вот что. В прошлом тоже пытались создать брендбук. Был один этап, затем это стало спорным, когда включились сообщества, если не ошибаюсь, дизайнеров или архитекторов. Они разработали свою версию. В итоге на чем-то как будто остановились, что-то выбрали, что сегодня подается, но это не было утверждено Министерством туризма. Поэтому не надо говорить о том, что каждый новый министр собирается придумывать что-то новое. Это не так. И, во-первых, у нас совершенно иной подход. Мы пригласили всю научную интеллигенцию, кого могли пригласить. Мы пригласили представителей туристического бизнеса, пригласили дизайнеров, директоров. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Но у каждого человека спрашиваем. Я, кстати, в Фейсбуке один комментарий прочитал. Человек, которого не смогли записать интервью, достаточно известный человек в Абхазии. Вот он свой пост выложил, вот этот пост, я его читаю, это я передам тем ребятам, которые не успели записать интервью. Мы никого не хотим обходить, мы хотим, чтобы этот бренд
был общей работой абхазского общества и населения, чтобы он был в первую очередь нами принят. Да, чтобы потом не говорили, что мы создали, для кого, для туристов, а мы это не поддерживаем и не принимаем. Так не будет. А что касается тех людей, кого мы не успели записать интервью, вот буквально сегодня с одним из них говорил, ребята просто уехали, кто это делал. Сейчас посредством Зума и так далее будут эти интервью дозаписаны, потому что для нас важно мнение авторитетных людей, проживающих в Абхазии в разной, причем сфере. Поэтому брендбук должен быть народным, государственным, и он должен отражать то, кем мы являемся, кем мы себя позиционируем и как мы идем в мир, как мы хотим себя презентовать. Конечно, когда я про глэмпинг говорил, Ирина Шутовна, надо отметить, что сегодня очень популярно, мы здесь ни раз, ни два сказали про спа-центры, про досуг. Я хочу сказать, что активно развивается wellness-индустрия, ретриты, туры, они сегодня в Абхазии есть, но мы можем стать, знаете, такой вот местом для продвижения именно этого вида туризма, потому что у нас классная природа, много солнечных дней, горы, море, это все то, что дает возможность людям именно в этой сфере провести здесь время. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Если я могу подвести свое мнение, да, закончу на этом. Все у нас будет хорошо. Безусловно, ожидания этого года были иными, скажем так. Но, уверяю вас, мы 9 месяцев говорили, у меня есть уже какие-то цифры и октября, в том числе и сегодняшних дней ноябрьских. Я очень надеюсь, что сезон будет не хуже прошлого по количеству, а ожидания, конечно, ожидания были гораздо выше. Но еще раз, чтобы наши ожидания и те, скажем так, опасения, которые существуют, особенно мы всем туроператорам российским написали письма, просим их везде на их сайтах, везде рекламировать новость о том, что изменились условия пересечения границы. Конечно, мы за это переживаем. Мы говорим о том, что мы готовы к конкуренции, мы будем конкурировать. И вот эти амбициозные вещи человек должен жить. Знаете, я понимаю, надо быть и реалистом в том числе, но никогда не понижать в себе планку. И пусть это ни для кого не будет смешно, когда мы говорим о проекте в 5 миллионов туристов в год, конечно, Астамур поправил, чтобы не поняли, что это не за 2 месяца, 3 месяца должны приехать. Для этого нам всем вместе надо очень долго и упорно работать. Надо создавать новые виды услуг, надо создавать новые маршруты, надо поднимать уровень сервиса, надо заниматься благоустройством. Ну, разве не приятно видеть в новом районе такой парк, который сегодня там создали? Это же классно. Разве не приятно, что наша набережная сегодня будет по-другому выглядеть? Это разве не повысит уровень сервиса и предложения, когда человек приедет и увидит замечательную набережную? Когда человек будет ходить по хорошим тротуарам, это что, не зависит? От этого что, не зависит развитие туристической индустрии, сферы привлечения? Качество. Конечно, зависит. Качество. Поэтому здесь, еще раз говорю, в туризме больше всего смежных областей. Поэтому, когда мы там цифры, как Астамур говорит, важно сказать, миллиард мы принесли в бюджет или нет, это очень спорно. В следующий раз я формулу приведу и скажу, какую цифру бюджета занимает область туризма или способствует пополнению бюджета. Но Спасибо. еще раз спасибо всем и очень Спасибо, надеюсь на Астамур поддержку. Умарович. Единственное, вот я коротенький вопрос, Да. буквальный ответ тоже должен быть коротким, потому что меня уже предупреждают, что наше время давно уже истекло. Вот недавно, буквально на днях, в интервью РИА Новости господином Картычан, это, я как понимаю, вице-президент Альянса туристических агентств, заявил о том, что Абхазия вошла в тройку наиболее востребованных туристических направлений. Мы на 2-м месте после Беларуси, как я вот узнала. Скажите, есть какая-то информация, которая говорит о том, что вот январские новогодние каникулы будут очень интересными с точки зрения абхазского туризма? Ирина Шутовна, у меня такой информации нет, но мы делаем все для того, чтобы так стало. И поддержка нами будущего первого мероприятия из событийного календаря, это фестиваль «Мандарин». Очень надеюсь, что это привлечет много Когда людей. он планируется? 3 по 6 января. В
целом ряде интервью, когда я беседовала с разными чиновниками, как-то мы обсуждали или мы как-то упоминали одну очень интересную работу известного, очень выдающегося американского экономиста. Эта работа называется «Антихрупкость». Суть вот этой работы экономиста заключается в том, что когда общество и народ оказывается перед серьезнейшими испытаниями, перед экзаменом и так далее, вот эту ситуацию общество может использовать на пользу себе, потому что вот эта ситуация жесткая, агрессивная, она заставляет думать, работать, придумывать, искать выход из положения. Несмотря на все это, совсем неурожайным год 2025 в смысле Нельзя туризма Это мы с не вами говорим назовем. Надо делать в общем выводы. складе. Благодарю вас за участие в нашей программе и часто будем ждать вас на этой же площадке. Спасибо большое. Спасибо вам.